Deci yaşıyoruz. Gajasa tişkotile dizda sküneti rokami, шум потишковых тем дылы, тимоне клышкоды, а гош талывал. Напишите, пожалуйста, тимоне клышкодыке. Клышкоды. Тоже мой. Оженту не да скüneti рокмы, а шмелен экспресс-курс мылен. Тау баджемкин гурте уж зекеляс, мон сумензе большую часть учки, но соус я ту не верашком. И по ним вот как раз будут у меня комментарии. А вам уже лично отправлю всем чуть попозже. Вот, ожиен, али узы бичан вакыт, да, время сбора урожая земляники. Вот, узы боры, так называется, узы это земляника, боры это лесная, ну или луговая клубника. Узы боры, так называется фильм на удмуртском языке, снятый Петром Палганом, поляком, который выучил удмуртский язык. Я вам пришлю потом ссылку. Я думаю, что вам будет любопытно посмотреть. Там есть титры, по-моему, и на русском, и на испанском, и, если не ошибаюсь, еще на ряде языков. Вот, для тех, кто не видел этот фильм «Узы боры», предлагаю его посмотреть, тем более сейчас такой сезон. Итак, ожьен ойдолы куцком. Итак, давайте начнем наше занятие. Значит, немножко вспомним, что было на прошлом уроке, на 12-м занятии. Дальше мы перейдем, у нас сегодня будет два падежа таких антипода. Творительный падеж и лишительный, да, поэтому мы их и берем вместе, потому что они взаимоисключающие, абсолютно противоположные друг другу. Ну и дальше урок будет кырджан, да. Сегодня мы уже, скажем так, отступим от традиционной удмуртской музыки, и у нас будет современная удмуртская музыка. Вот, ожьен ойдолы куцком. Итак, давайте начнем, и начнем мы с домашнего задания. Вот, значит, здесь, в принципе, как бы пока, по крайней мере, то, что я сейчас посмотрела, никаких таких прям страшных ошибок не было. С повелительным вообще все справились, там вообще у меня замечаний нет. Тут есть какие-то вот такие небольшие комментарии общего плана, скажем так. Смотрите, вот сказать немного перца можно тремя способами. Ожидгине. Да, жид это мало, жидкина немного, соответственно. Коньяке, коня это сколько, коньяки немного. Вот этот ке придает значение неопределенности. Пичельтык, да, слово печи, пичельтык еще меньше, чем печи мало. И печи мы не можем сказать про какие-то сыплучие вещи, а пичельтык уже можем. Вот, ичи, вроде бы, да, ичи это мало. Мы можем сказать и про неисчисляемые вещи ичи, например, мало молока, татун ичи ел. Но вот в данном случае мне не идет сказать ичи почтурен. Возможно, что это какой-то негативный как бы оттенок бы показал, что мало, возьмите мало перца. Как бы и какой-то оттенок недостаточности. А здесь надо сказать, что немного, поэтому здесь предпочтительнее что-то из вот этих трех каких-то слов. Дальше вы можете сказать баште или баштова, да, возьмите, то есть возьмите то-то и то-то. Либо через конструкцию вам понадобится. Пиледлы куле лоз. Да, куле надо с формой с лоз. Это уже будущая форма, необходима в будущем, да. Дальше, вот здесь очень у многих была ошибка, тыл былын. Если мы скажем тыл вацин, что, в принципе, тоже можно допустить, но это скорее готовка над костром, да, тыл вацин, это будет, когда есть некоторое расстояние. Если мы готовим на газовой плите или электрической, то у нас идет соприкосновение с газом, с огнем, поэтому тыл вылын. Тыл вацин, когда есть некоторое расстояние и, допустим, готовка над костром.
Или, например, есть такой, может быть, знаете, такой способ, по крайней мере, в моей семье распространен. Если сухой кашель, то на вилку кладут рафинированный сахар и над огнем его растапливают, и, по-моему, вот потом вот этот растопленный сахар, то ли его сосут, то ли его едят, не знаю, ну, короче, какой-то такой очень народный способ. Вот это тылвацин, потому что не прям над огнем, да, не прям соприкасаясь, а над, скажем, над огнем, то есть на каком-то расстоянии надо держать, чтобы плавился вот этот рафинированный сахар. Дальше был вариант тылын, да, тылын. Это если вот прям вы в огонь поставили, вот тоже на костре готовите, и вот прям в огонь поставили, такое можно, да, но в бытовых, скажем, в традиционных бытовых городских или даже сельских условиях готовки, в домашних условиях, то это, как правило, все-таки тылын, а не все остальное. Дальше вот здесь тоже нож-ик или вылещен, да, то есть вот здесь, чтобы сказать снова перемешайте или опять перемешайте, это будет слово нож-ик или вылещен, да, и вот здесь вот некоторые пропустили союз «но», то есть он нам нужен будет, потому что посолите и снова перемешайте. Нож ик здесь не выполняет функцию союза, он выполняет функцию наречия снова опять, еще раз. Угу. Так, да, вот здесь, вот здесь я не исправляла аккузатив, потому что здесь можно и так, и так. То есть вот если вы здесь нарыщик вы но пыч кастрюля пона, это тоже не ошибка. То есть здесь можно и так рассматривать. То есть вы вроде бы это уже один раз, у вас это встретилось, и у вас уже конкретное количество этого. Здесь можно сказать аккузатив. Но можно абстрагироваться и сказать, что просто масло и муку добавьте. Да. И то же самое съел. То есть здесь вот мне как носителю не смущает ни наличие аккузатива, ни его отсутствие. То есть и так здесь можно, здесь не критично. Дальше, что здесь еще было за редкий дальше? Да, если вы хотите добавить слово по вашему вкусу. Шем – это вкус, а шем дыя по вашему вкусу. Это соответственный падеж удмуртского языка. Он редко употребляется по своей основной функции. Он сейчас в основной заменяет русский падеж по. Да? То есть, например, на табличках в Удмуртии вы часто увидите по, вот, ну, там, например, управление по таким-то делам. Вот, ужьёсья, вот этот суффикс начинают использовать, то есть как бы чрезмерное его употребление не там, где традиционно употреблялось, соответственный падеж. Да? Вот слово «ас», о нем мы сегодня еще будем говорить, он усиливает как бы притяжательность, то есть это соответствует русскому «свой», «собственный», то есть «ас шемдыя» по собственному вашему вкусу. Слово «шем» – это вкус. Например, если у еды нет вкуса, мы скажем «шемызавел», у него нет вкуса. Или «шемтем», да, об этом суффиксе «тем» тоже я сегодня еще скажу. Вот, или по вашему желанию мы потем дыя, да, но здесь именно по желанию вы можете добавить майоран, например, или какие-то травы, да, допустим, но не по вкусу, соль уже не по вашему желанию, это скорее уже по вашему вкусу, да, вот это я Ксюше говорю в первую очередь, у нее вот эта форма была. Да, еще что тут, да, тоже такие интересные нюансы были, например, кык пуни оспыш и кык пуни, ой, тут мягкий знак забыла, кык пуни пыш. Оба вот эти конструкта, они имеют значение, но они имеют разное значение. Если вы скажете «кык пуниос», ну, вроде бы логично, да, 2 ложки в русском языке, нет, в русском языке тоже не ложек, 2 ложек, это 2 ложки, да. В удмуртском языке разница будет следующая.
Если вы после числительного будете ставить множественное число, то это будет указывать на приблизительно 2 ложки. Вот здесь множественное число отсылает нас к тому, что это приблизительное количество. Если вы скажете конкретно 2 ложки, то надо употреблять единственное число. Угу. Или, например, «кыккын минут бере» или «кыккын минут улыса ор часа». Вот здесь, да, уже сейчас встречается форма «бере». То же самое, например, «послезавтра», «чукаже бере», да. Но мне кажется, что более правильной, более удмуртская была конструкция с деепричастиями. «Улыса поживя» или «ор часа пройдя» 2 минуты. А «бере», мне кажется, что это скорее уже калька с русского языка, но я могу ошибаться. Вот, это просто я в качестве того, что какие вы еще можете использовать варианты. Потому что, например, через 5 минут я бы сказала «вик минут улыса». Для меня «вик минут бере» спустя 5 минут, через 5 минут, для меня это уже калька с русского языка. Вот мне это уже смущает, да, использовать «бере» в значении «через какое-то время». Или вот здесь тоже, да, немножко калька с русского языка «сураны ажвантыса», да, ажвантыны продолжать значение правильное, ажвантыны. Но вот в самом корне слова скрывается слово ажвантыны, ажвань вперед, аж передний, да, то есть как бы продолжать, двигаясь вперед. Но здесь у нас речь идет о том, что мы не двигаемся вперед, мы же, ну, как бы у нас надо продолжать, не останавливаться, в этом смысл. Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, было бы правильнее сказать либо дугдылытек сураса, 2 деепричастия, да, сураса это помешивая, а дугдылытек от глагола дугдылыны останавливаться, дугдылытек это деепричастие без чего-либо, то есть не останавливаясь, мешая, или за счет наречий ялан постоянно или вещь сураса. Вот, то есть для меня сураны ажвантыса это калька все-таки с русского языка. И вот здесь еще был вопрос про кастрюлю. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь кастрюля. Соберетел вылыч кастрюля из башты. Так. В этом случае соберетел вылыч кастрюля из башты. Возьмите кастрюлю. Здесь суффиксальный аккузатив, да, здесь все нормально. Но вещи возьму позже кастрюля японе. Здесь тоже нормально, все хорошо. Почему кастрюля есть, а не кастрюля? Кастрюля «з» – это было бы лично притяжательное склонение. Здесь у нас кастрюля ничейная, она просто кастрюля. Тем более, если вы вот пишете рецепт, если бы здесь было «соберетыл вылыч кастрюля «зе башт», это бы говорило о том, что это чья-то кастрюля, соседа, например. Живем в коммуналке, возьмите кастрюлю соседа. Нет, здесь именно, здесь именно суффиксальный аккузатив, но простого склонения. Да? То есть у нас просто кастрюля была изначально, она, ну, как бы мы к ней не прицепляем никаких лично притяжательных суффиксов, потому что здесь у нас можно написать, например, «Нарыщик возьму пужес кастрюля яды поне». Положите вашу кастрюлю, то есть здесь же у нас форма на «ты», «вы». Поэтому здесь можно было бы сказать «кастрюля дес», «кастрюля яды», да? То есть вашу кастрюлю положите, и тогда соберите вылыш кастрюля дес баште. И возьмите тогда вашу кастрюлю. Угу. Можно так. Но кастрюля «з» – это как раз третье лицо, оно здесь не подходит. Если бы мы говорили «пусть он сделает», «пусть он поставит», «пусть он положит» и так далее, то тогда да, кастрюля «з». Угу. Так, ну вроде бы все здесь, да.
Еще немножко про выделительно-указательный суффикс хотела сказать. Его хитрость, и, может быть, как раз, Сергей, вот этот вопрос возник по этой причине. Выделительно-указательный суффикс, он такой хитрый, он может скрываться и не обнаруживаться в силу того, что он очень похож на третье лицо, третий притяжательный, лично-притяжательный суффикс третьего лица, его, ее, да. Вот, например, песчаный лэнг джаджеге звал. У бабушки было 2 гуся. Здесь суффикс «ес» показывает лично-притяжательный, потому что гуси бабушкины. Песчаный кияз джаджегвоже. Бабушка держит в своих руках 2 гусей. Мы не знаем, да, абстрагируемся, что мы не знаем историю, мы не знаем, это ее гуси или она соседских схватила гусей. То есть для нас просто вот сам факт того, что она 2 гусей держит в руках. Здесь никакой суффикс не нужен, потому что ничего не подчеркиваем, ни притяжательность, ничего. Вот. Но потом вот следующее предложение. Одигес, или вы часто встретите слово сокращенное от один из, или его огес, тоди, мукетыс пурыш. И вот здесь «ес» и «ыс» в зависимости от контекста могут указывать 2 вещи. Либо лично-притяжательный суффикс, который будет обозначать один ее, то есть гусь белый, а другой ее гусь серый. Либо вот она держит 2 гусей в руках, и один из них, да, выделительно-указательный суффикс, 2 гуся у нас, и один из них серый, а другой из них белый, ну, точнее, наоборот, да. Вот, то есть здесь вот как раз вот в этом предложении «ес» и «ыс» могут быть как выделительно-указательными, так и притяжательными, в зависимости от контекста. То есть если они будут, вот это предложение «одигес димукетас пурыш» относиться к первому предложению, где «к джайжегес», то скорее мы подумаем, что один из ее гусей белый, другой серый. А если это будет относиться ко второму предложению, то это у нас будет выделительно-указательный суффикс. То есть один из гусей белый, другой из гусей серый. Вот, то есть вот эта хитрость есть у выделительно-указательного суффикса. Вот. И давайте еще немножко вспомним и повелительное, и вот этот выделительно-указательный суффикс. Ваша задача на минуту, обиг минуту и уж. Здесь надо вам будет вот к этим предложениям на удмуртском языке найти правильный перевод в правом столбике. То есть полян палас слева удмурткалын, бур палас справа джучамен. Да, ваша задача кузе, тупающее предложение с шейками. Ваша задача найти подходящее предложение, найти пару. Вот. Здесь выделены суффиксы, и потом мы их разберем. Ваша задача сейчас найти пары. Одик минут счеточку, даю вам 1 минуту. Здесь ничего сложного, если вы слово узнаете, то уже практически задача решена. Угу. Угу. Ой, долочком, давайте посмотрим, разберем. Итак, Джек Вылыщсе Юэлэ. Пейте тот, что на столе, или со стола, если буквально, да, то есть здесь у нас было в именительном падеже Джек Вылыщез, да. Например, у нас есть несколько упаковок молока, да, и мама говорит, пейте то молоко, которое было на столе. И, соответственно, вот за счет выделительно-указательного суффикса «ес» мы подчеркиваем, что именно вот это, которое было на столе, это именительный падеж, да, когда слово с выделительно-указательным суффиксом встает в аккузатив, как здесь, то есть оно заменяет существительное, да, существительного здесь нет, поэтому только само прилагательное «Джек Вылыщез» меняется. Здесь мы как аккузатив лично-притяжательный. Ага, Юхани Беромис, Дечбур. Ческце гинешье меспоте. Он хочет есть только вкусное. Да? Здесь тоже мы слово ческетес
в именительном падеже указывает на то, что есть невкусное и вкусное ческотес. Поэтому здесь он только вкусное, именно вкусное хочет есть. Тоже суффикс «с», это выделительно-указательный, стоит в аккузативе и ведет себя точно так же, как лично-притяжательный в аккузативе. То есть они будут одинаково изменяться. Марческотес, Вань, что есть вкусного? Да, здесь у нас именительный падеж, что есть, да, мягкий знак пропустила, что есть вкусненького, что есть вкусного, да, марческотвань так бы даже нельзя было сказать, здесь без выделительно-указательного вообще не существует этого предложения, потому что мы опять-таки подчеркиваем, что именно вкусного есть, то есть я не хочу невкусное, я именно про вкусное спрашиваю. Да? Джужитес чебергес, высокий, более красивый. Да, здесь тоже мы подразумеваем, что есть кто-то низкий, кто-то средний, а джужитес вот именно высокий, более красивый. Один из моих друзей живет здесь, одигес или огес, да, вот как я сказала, часто очень заменяют слово одигес формой огес. Огес эшетактынуле. Один из моих друзей живет здесь. То есть вот это из моих друзей в удмуртском языке можно заменить вот этим выделительно-указательным суффиксом, и мы уже будем понимать, что друзей много, но один из них. Муке ты злый счет, отдай другому. То есть здесь тоже есть как минимум два участника, которым я могу дать, да, и муке ты злый счет, отдай именно другому. Здесь дательный падеж и есть выделительно-указательный суффикс в этом местоимении. Эшедлэш секур. Здесь получается падеж эшедлэш у друга. И за счет выделительно-указательного суффикса у нас получается, ну, как некоторые существительные даже, да, попроси то, что у твоего друга. Например, мы нам телефоне эвел, да, или мы нам телефоне огужа, у меня телефон не работает. Попроси твоего друга, телефон твоего друга, эшедлэш секур, да. Или тайзе нянез энщи, этот хлеб не ешь. Здесь получается нянез, это суффиксальный аккузатив, он становится суффиксальным благодаря указательному местоимению таис, именно этот хлеб не ешь. Да? То есть за счет вот таис у нас требуется суффиксальный аккузатив, а само таис, местоимение с выделительно-указательным суффиксом, тоже начинает меняться по падежам и принимает падеж аккузатив, как и существительное, к которому относится. То есть у нас здесь было слово «таис» в именительном падеже. Угу. И из-за того, что у нас стоит указательное местоимение «таис», у нас «нянь» становится суффиксальный аккузатив встает, и само «таис» тоже начинает меняться по падежам из-за того, что есть выделительно-указательный суффикс. Если бы мы сказали «этот хлеб не ешь», не именно этот, а просто «этот хлеб не ешь», то было бы «та нянес энчи». То есть именно выделительно-указательный суффикс в самом местоимении заставляет его меняться по падежам. А наличие этого указательного местоимения как с указательным, так и без выделительно-указательного суффикса заставляет вот использовать суффиксальный аккузатив. Надеюсь, что воспринимаете на слух то, что я говорю. Да, то есть разница в этом. Итак, ну что, мы сегодня возьмем два падежа и плавно переходим к ним. Напоминаю вот вам нашу табличку. Мы очень плодотворно идем по падежам. То есть у нас сегодня будет творительный падеж, простое притяжательное склонение. Вот мы его разберем подробно. И будет лишительный падеж, тоже его разберем, простое притяжательное склонение. Итак, да. Итак, возьмем для начала творительный падеж, инструменталис или лыштон падеж от глагола лыштыны делать.
Вопросы этого падежа кинен маин, кем, чем или с кем, с чем, и кин йо сын, мао сын, то есть во множественном числе тоже. Но на русский тоже будет переводиться как кем, чем или кем, чем. Да? И здесь вы тоже видите, как я говорю, в вопросе уже подсказка вам, какой суффикс будет в этом падеже. Да, суффикс «н», суффикс «ин», суффикс «ын». Угу. Итак, давайте теперь разберем более подробно. Вообще с творительным падежом сталкивался каждый житель Удмуртии и не знающий удмуртского языка, и тем более каждый житель Ижевска, потому что, по-моему, до 17 года на центральной площади Удмуртии была такая надпись «Удмуртия Теледын Даньяшке». «Удмуртия вами гордится». Вот, но почему-то в 2017 году после реконструкции решили убрать эту надпись, и, насколько я знаю, давно не была в Ижевске, кто бывал, подтвердите, по-моему, этой надписи все еще там нет, и, видимо, она уже канула в лету, осталась только на фотографиях. Вот, и здесь как раз форма «тиледын» – это форма творительного падежа. Значит, давайте сейчас разберем. Мы с вами, как обычно, да, когда мы берем любой падеж, мы рассматриваем 4 аспекта. Мы смотрим простое склонение, когда нет притяжательных суффиксов в этом падеже. Мы смотрим притяжательное склонение, когда в этом падеже встают существительные, у которых есть притяжательные суффиксы, то есть мой, твой, его и так далее. Мы смотрим, что происходит с личными местоимениями в этих падежах, и мы смотрим случаи употребления, то есть 4 пункта. Итак, начнем с простого склонения. Значит, суффиксы, есть 3 варианта суффиксов. 4, который был в вопросе, да, маин, чем, он такой редкий, буквально в 2-3 словах встречается. Значит, основные суффиксы будет 3. Как с ними работать, как выбрать, который из этих суффиксов должен быть. То есть, как обычно, мы берем существительное без притяжательного суффикса и смотрим. Если оно оканчивается на твердую ДЗЛНСТ или на однослоговую основу у или «ы», то у нас вариант с «н». Да? И для тех, кто внимательно, у кого хорошая память, те вспомнят, что то же самое было с лично притяжательными суффиксами. Да, если у нас твердая ДЗЛНСТ в основе, в корне слова, и если заканчивается слово на «у» или «ы», однослоговое, да, здесь у нас еще «ю» должно быть. Да. Угу. «Ю». «У», «ы» и «ю». Вот, то у нас тогда вариант с «н». Но вот этих однослоговых слов на «у», «ю» и «ы», их не так много на самом-то деле. То есть здесь большей частью у вас будут именно твердые ДЗЛНСТ в этом случае интересовать. Дальше, вот вы видите это слово, да, что это не твердая ДЗЛНСТ, это все остальные варианты. То для остальных вариантов это может быть суффикс «ен», да, после остальных гласных и согласных. Например, кубистаем – шит, суп с капустой, да, слово кубиста заканчивается на гласную «а». Или вот вариант на «ын», он будет после множественного числа, например, «адямио сын чош» вместе с людьми. И после категории неотчуждаемой принадлежности. То же самое было у нас с лично притяжательными, да, суффиксами. Киенужаны – работать руками. Асщинмынаджины – увидеть своими глазами. Здесь вот выражения с частями тела тут очень часто будут с лично притяжательными суффиксами. Да? Например, поработай руками. Да? Здесь еще ладно, но вот увидеть своими глазами, здесь, как правило, именно про кого идет речь, да, то есть я увидела своими глазами. Обычно увидеть своими глазами – это всегда чьи-то свои глаза, поэтому
Тут будет чаще всего лично-притяжательный суффикс, но это мы еще отдельно рассмотрим. Да, здесь просто вам в качестве примера, что есть категория. Или, например, здесь хороший пример пыдын. Пыдын мынышкомы – это идти пешком. Да, пыдын мыныны. Идти пешком, да, буквально идти ногами. Пыд – это нога, ын – вот этот суффикс как раз творительного падежа. То есть это категория неотчуждаемой принадлежности, части тела, которую надо запомнить. Не все части тела будут с этим вариантом. Да? То есть смотрите, мы берем слово и смотрим. Если это множественное число или слова неотчуждаемой принадлежности, то это вариант ын. Если это твердое ДЗЛНСТ, то это вариант Н. Да? То есть сначала мы смотрим, это неотчуждаемое или отчуждаемое. То есть, смотрите, пыд, да, заканчивается на твердую ДЗЛНСТ, но это неотчуждаемое, поэтому вариант ын. То есть первый пункт – это отчуждаемость, неотчуждаемость, множественное число или единственное число. Потом идет уже, если это твердое ДЗЛНСТ, то мы ставим вариант Н. Да, или если это однослоговое на У, Ю или И, то тоже N-вариант. И все остальное – это у нас вариант с Е. Есть еще такие слова, которые двойные, то есть они могут и вариант ин, и другой вариант тоже могут использовать. Например, воен или воин-нянь, да? То есть хлеб с маслом. То есть это вроде бы категория обычная, отчуждаемая, скажем так, не часть тела, да, не слова, указывающие на время, но почему-то очень распространен вариант воин. Или силен пирожки, например, пирожки с мясом. Да, тоже есть вариант и силен после мягкой, силь или мягкая, или силен. И так говорят. То есть первое, что мы выясняем, это множественное число или неотчуждаемая категория. Если эти пункты не выполняются, идем дальше. Если это твердое ДЗЛНСТ, то тогда вариант с N, или однослоговое, если на У, Ю, И, то тоже вариант с N. Для всего остального вариант с Е. Угу. Давайте посмотрим, что у нас будет с притяжательным склонением. То есть у нас в простом склонении были варианты либо ин, либо н, либо ен. Здесь в притяжательном вам надо запомнить лично притяжательные, то есть надо притяжательные суффиксы запомнить, которые добавляются, а сам творительный падеж, сам суффикс творительного падежа, он будет из простого склонения. То есть притяжательное склонение творительного падежа строится следующим образом. Вы сначала делаете из существительного простое склонение, а потом добавляете притяжательные суффиксы, которые одинаково уже вне зависимости от того, какое это было существительное. То есть, например, для первого лица это всегда будет им, для второго ид, из, для множественного числа имы, иды, изы. Да? То есть здесь опять-таки у нас медуза, для множественного числа мыдызы, то есть и всегда есть на конце. Например, да, пуныен с собакой, пуныеным с моей собакой, эшен с другом, эшеныд с твоим другом, вуэн водой, да, это как раз тот случай, когда однослоговое слово заканчивается на у, вуэныз с его водой, или его водой, например, омыли его водой, Дунайлен вуэныз, да, гылпизы, полоснули водой Дуная. Пуртен, пуртены мы. Пуртен ножом, например, резать, да, юдыны. Пуртены мы нашим ножом. Пыдын, идти пешком, например, пыдыныды, идите пешком, да, или идите ногами вашими. Куносын, множественное число, куносынызы, да, с их гостями. То есть здесь, видите, независимо от того, какие слова перед нами, вот эти притяжательные суффиксы, они везде одинаковые. Единственное, что вот вам надо простое склонение использовать. И здесь уже надо будет смотреть,
что из себя представляет слово. Да, например, вот в качестве примера, «Пуныены мы калгишком», гуляем с нашей собакой. Да, «Пуныены мы», «ен» суффикс творительного падежа, и «ымы» указывает, что это наша собака. «Эшаныз выкнот», он или она придет с другом. «Эшаныз», «ен» творительный падеж, «из» это его или ее. «Телят буэнеды чай ческытлы». С вашей водой чай получается вкусным, или чай бывает вкусным. Да, то есть буэн, эн, творительный падеж, иды – это уже показатель того, что это ваша вода. Пуртенит банды, разрежь своим ножом. Да, пуртен – ножом, творительный падеж, пуртенит – твоим ножом. То есть ид указывает, что это твой нож. Пудынызы медаз лёгалы, пусть не топчут, ну, буквально своими ногами, да. Пыдын – это пешком или ногами, пыдынызы – их ногами, изы указывает, что это их предмет. Куносыным чошлыктом, да, мы придем вместе с моими гостями. Слово «вместе» чош усиливает как бы вот эту совместность, да, это еще разберем отдельно. Здесь множественное число, поэтому вариант с «ын» творительный падеж, и плюс добавляется притяжательный суффикс «ым». То есть с нашим, вместе с моими гостями. Гостей много, я или одна, или один. Угу. Да, вот здесь еще больше примеров, но это вы можете дома еще раз посмотреть, да, что вот притяжательный суффикс, да, пуные – моя собака, пуныены – с моей собакой, пуныет – твоя собака, пуныены – с твоей собакой. То есть, по сути, вот эти притяжательные суффиксы, они трансформируются, и из «ед» получается «ид», например, да, на конце. Пуныес, пуныеныз, пунымы, пуныенымы, пуныды, ваша собака, пуныеныды, с вашей собакой, пунызы, пуныенызы, с их собакой. То есть вот эти «дз», «мдз», «медуза», она повторяется, она была и в именительном падеже, и она есть сейчас в творительном падеже. Вот, просто она немножко трансформируется, особенно вот в первом лице, просто надо запомнить, да, что вот пуныеным «мэ» там встречается, а в именительном падеже этой формы «мэ» нет, там просто либо «е», либо либо «ы», да, помните, вот здесь для вас как раз все варианты, то есть «пурт» – это слово, которое заканчивается на твердую ДЗЛНСТ, «щин», «щинм», да, здесь «мэ» просыпается, помните, из правильно-угорской основы «силмет». Здесь у нас неотчуждаемая категория часть тела, поэтому вариант «ы», да, и поэтому в творительном падеже тоже «щинмыным», а с «щинмыным аджи» я видела своими собственными глазами. Или вариант «куноос», множественное число, в притяжательном, в именительном падеже «куноосы» – мои гости, и поэтому «куноосыным» в творительном падеже тоже будет вариант с «ым» использоваться. Угу. Так, дальше посмотрим, что у нас с местоимениями личными происходит. Значит, здесь вопрос кинен, киньосин, понятно, да, одушевленные предметы. Кинен с кем, киньосин с кем, тоже множественное число. На русский язык переводится одинаково. Итак, здесь будет добавляться к личным местоимениям суффикс монен, да, н суффикс тонен и соин в единственном числе. Вы можете здесь увидеть еще вариант моненым, тонены, да, что такие варианты тоже используются. Не могу сказать, что чаще моненым. Ну, вот я, например, использую моненым. Моненым, тонены. Соин в единственном варианте. Милямын, миленымы, тиледын, тиленыды, да, и сосын. Миленымы, тиленыды я вот, например, не использую. То есть милямын, тиледын и сосын во множественном числе. Угу.
То есть милем, пилет, это у нас было кому, это был дативный падеж, а здесь добавляется суффикс им. Да? Местоимение просто надо заучить, тут сильно логику искать не надо, просто надо выучить. Угу. То есть мы с вами посмотрели простое склонение, да, простое склонение, то есть у нас есть вариант либо ин, либо эн, либо ен, три варианта. Притяжательное образуется простое, вот это ин, эн, ен, плюс притяжательные суффиксы, которые тоже надо запомнить, им, ид, из, имы, иды, изы. Да? Но это у нас уже вариации встречались неоднократно, поэтому я думаю, что уже немножко у вас отложилось. Да? И личное местоимение в этом падеже в творительном просто надо заучить, засудрить, выучить. Итак, в случае употребления, да, четвертый пункт того, как мы всегда рассматриваем падежи. Во-первых, указание на орудие действия, одежду или обувь, транспорт. То есть мы едем чем? Мы, то есть мы одеты не во что-то, а с чем-то, да, поэтому могут быть такие нюансы, когда переводишь с русского языка, он с шубой, то есть, или он не в платье, а с платьем, да, как будто он в руке держит это платье, или она. Вот, например, «Мон самолетен в обещку», я лечу на самолете, да, по-русски на самолете. Вот я знаю, что в коме, по-моему, в данном случае уже после лог используется «вылын», да, очень часто. То есть, наверное, это калька с русского языка. То есть в удмуртском используется как раз творительный падеж для указания транспорта. Пуньен шит щичками. Ложкой мы едим суп, да, то есть орудие, при помощи чего мы едим. Тодик шетен лаш, девочка в белом платке. То есть не локальный падеж используем, да, а именно с чем. Девочка с белым платком будет обозначать, что она в этом платке. Самолетен. Но я вот видела, как в коме писали поезд Вылын-Манишко или что-то такое было. Типа я еду на поезде. И вот я такой вариант точно видела. Толалте гын сапеген ветло. Зимой я буду ходить в валенках. Ну да, это калька с русского, наверное. Толалте гын сапеген ветло, то есть гын сапег, валенки. И видите, здесь тоже у нас творительный падеж. То есть здесь запомните, да, то, что отлично от русского языка, что про транспорт и про одежду, во что одет. То есть, например, в очках. Человек в очках, мы скажем с очками. То есть, хотя они здесь. И у меня вот в детстве была проблема, у меня первый язык был удмуртский, и когда я переходила на русский, у меня была вот такая проблема, я помню еще, там, может быть, в начальной даже школе, что я говорила с очками, да, неправильно калькируя с удмуртского языка. Дальше коммутативность, совместность, кто-то с кем-то, да, например, пашаен, машаен, школаемыно и паша, машаен, школаемыно. В удмуртском языке можно сказать и так, и так. То есть, когда оба стоят в творительном падеже, с Пашей, с Машей идут в школу, то есть они как бы оба встают в творительный падеж, либо только один объект или одного участника ставим в творительный падеж, и так, и так. И плюс здесь еще может быть послелог для усиления совместности, чош, вместе. Паша, Машаен, чош, школаем мне. Паша идет в школу вместе с Машей. Угу. Дальше разного рода объектное значение. Например, щуманетен гузашко. Я продаю за 100 рублей. Я продаю 100 рублями. Да, не знаю, как, то есть просто надо запомнить. Я продаю за 100 рублей. Или, например, сос табанен кунояту. Они угощают табанями. Или мнама пае клубын кружокен кивалте. Моя со арганен шубе. Моя старшая сестра руководит кружком в клубе, она играет на гармошке. Орган – это гармошка, а не орган в церкви. Удмурт кылын верашкишко. Да, я говорю на удмуртском языке.
Или синонимичная конструкция удмуртчамен, по-удмуртски говорю. Здесь очень часто вы встретите эту конструкцию, когда нам надо сказать «поздравляю с чем». Да? Например, вот с кем нуналеныт, дечклашко, да? Нуна у нас день, да? Нуна, здесь вы встретите как вариант нуналеныт, так и нуналеныт, да? То есть потому что нунал у нас не как исключение, то есть вот эти неотчуждаемые категории, то есть через «ын» используется «нуналыс», да, вот с кем «нуналыс» его день рождения, так и вы можете встретить уже сейчас все чаще «нунален», да, то есть через «н» вариант. Или, например, «вылярен», «выльшутбурен», с Новым годом, с новым счастьем. Шутбур – это счастье. Внутреннее содержание предмета – это вот хлеб с маслом, пирожки с колбасой, там, пирожки с мясом, суп с капустой и так далее. То есть какое-то внутреннее содержание предмета. Воин нянщеме поте вау, мне хотелось есть хлеб с маслом, да, и так далее. Причинное значение – это вот я его вам тоже даю, но это уже такой небольшой как бы advance, так говорили, вот, но сейчас, например, очень редко эта форма уже используется, к сожалению. Например, удмурт садик ЭВЛН, но пиосы дюч садике мынызы. Да, из-за отсутствия удмуртского детского сада мои дети пошли в русский детсад. Здесь слово «ЭВЛ» это не отрицательная частица, как бы уже, да, здесь отсутствие, слово «отсутствие» и добавляется суффикс «н». То же самое можно сказать «наличие», «ванен». То есть «вань» у нас есть и «ванен». Из-за наличия, да, по-русски. То есть слово «вань» в творительном падеже. То есть из глагола, из категории глагола они переходят в категорию существительного. То есть такая форма есть, она используется, но все реже. Вот, темпоральное время, то есть указание на время со словом «куащ», как правило, например, «шунет куажен но пес педвон шудон». В теплую погоду дети играют на улице. То есть в русском языке, как, ну, да, у нас другая конструкция используется. В удмуртском теплой погодой фактически получается дети играют на улице. Да? Или такое выражение, которое можно запомнить просто, то есть «нунаже куажен» средь бела дня, то есть буквально дневной погодой. Или вот, Ксюша, как раз для тебя, да, уй – это ночь, уин – ночью. То есть творительный падеж используется в слове ночью. Для примера, да, днем будет нунаже, вечером джитаже, а утром чукна, а ночью уин. То есть фактически только ночью приобретает падеж, и то творительный даже. И есть еще послелоги, которые тоже используются с этим падежом. Например, чош мы с вами уже посмотрели для усиления совместности. Да? Например, атайным чош бертишком мы возвращаемся вместе с отцом. Или арте, это рядом. То есть вот для рядом очень много послелогов. И вот этот как раз арте, рядом по соседству, он используется с этим творительным падежом. Например, Америка и арте Канада, рядом с США Канада. Вообще у арте есть некоторое значение большей упорядоченности, чем у остальных послелогов рядом. То есть бордын, дорын. Бордын – это вот прям впритык, да, когда дорын – это рядом, возын – это тоже рядом. Но у арте есть вот значение либо в одном ряду, например, прогамма, да, то есть арте, или сидит рядом со мной, это будет указывать на то, что мы сидим в одном ряду. И, например, слово в удмуртском языке «поленница» тоже от этого слова образовано, очень красивое, на мой взгляд, слово «артана», поленница, наверное, с двумя «н» пишется. Вот, поленница, да. Ой,
написала неправильно, что подумала. Артана. Артана – это поленница. Да, то есть русский язык не родной. Поленница. Вот. Да, как раз артана, там же тоже поленья очень упорядочено. Вот как бы моя логика такая, что артана – это что-то упорядоченное и рядом расположенное. И еще есть такие послелоги, указывающие причину. Серен ерин по причине. Тонен ерин эше янгешлыз. Из-за тебя мой друг стал виноватым. Зорен ерин, из-за дождя, например. Ну вот серен, например, я не употребляю с этим творительным падежом. То есть, например, зор серен из-за дождя, да, или зорен ерин. То есть ерин, да, я употребляю с творительным падежом, но серен я не употребляю уже с творительным падежом. То есть, может быть, кто-то и говорит зорен серен, но я уже, например, вот так не говорю и не вижу такого уже употребления, а ерин еще, да, он употребляется уже с творительным падежом. Вот. То есть вот это основные случаи употребления, то есть вот, наверное, основное, с чем вы будете сталкиваться, это, конечно, орудие действия, да, я пишу ручкой, указание на одежду, в чем одет человек, на обувь, указание на транспорт, на чем едем. Дальше совместное действие, да, что-то выполняем вместе, особенно с послелогом чош, да, тут вот. Дальше такие объектные значения, я играю на гармошке и так далее. Или запомните тоже, да, мы поздравляем с Новым годом, там, с добрым утром, это все через творительный падеж. Дальше, ну, причинное значение, темпоральное и управление послелогов, это вы встретите реже. То есть основные вот эти 3 первых пункта. Дальше вот по форме тут могут быть такие, вас может смутить, например, здесь вот, да, Европа интрозгес адямюс кариосын улон. В Европе больше людей живет в городах. То есть здесь кариосын – это у нас падеж вокальный, да, где. Кариосын арте гуртиосын уно бакчай шион будето. А здесь уже после лога арте, который требует творительного падежа. То есть второе предложение будет переводиться как в деревнях, которые находятся рядом с городами, выращивают очень много овощей. Бакчащион, огородная еда, то есть овощи. Или, например, пичипи воюнянщие. Или противовес, да, скалвоин портем витаминез вань. Пичипи воюнянщие, здесь творительный падеж, да, он ест хлеб с маслом. Или скалвоин – это в масле, да, и здесь как раз вот вспомнила, что у многих еще было скалвей – это фиксированная, это законсервированная форма. То есть не надо делать притяжательную конструкцию. Есть такие выражения в удмуртском языке, которые такие застывшие формы, которые не требуют притяжательной конструкции. Например, скалвей, да, это коровье масло. Если вы написали шуккемвей, это тоже правильно. То есть взбитое масло. Шуккны – это бить, потому что, может, кто-то из вас еще участвовал в процессе, вот, заливали, например, 3-литровый бутыль, сливки и взбивали там в течение какого-то длительного времени, и получалось масло. А то, что оставалось, арьян, такое пахта, по-моему, по-русски называется, вот это уже такое нежирная молочная жидкость. Вот, остальное я вам переведу, вы посмотрите еще дома, да, то есть что здесь. Вот. Просто в качестве примера, что здесь может быть совпадение творительного падежа и вокального падежа, поэтому аккуратнее. Да? Итак, аспоннады самостоятельно надо будет сделать. Смотрите, даны предложения на русском языке.
здесь подчеркнуты вот два слова, они во множественном числе, потому что вам надо будет вот к этим словам, то есть здесь они соответствуют, линия соответствует, перевод соответствует. Ваша задача сюда добавить притяжательные суффиксы и вот в двух случаях добавить еще и множественное число. То есть надо будет и притяжательные суффиксы, и творительный падеж. То есть, по сути, да, тут во всех предложениях будет творительный падеж, притяжательное склонение. Да? Давайте я еще раз вам напомню, табличку еще раз покажу. Да, где она у нас была? Вот. Да, то есть, смотрите, множественное число встает в первую очередь к корню, потом идет суффикс творительного падежа, и потом уже лично-притяжательные суффиксы лица. Да? То есть первое множественное число, потом творительный падеж, простое склонение, и дальше лично-притяжательные суффиксы, указывающие на лицо и число. Итак, давайте попробуем. Ойдолескеро. Как минут. 2 минуты я вам даю. Ужачка. Ойдолескеро. Давайте проверим. Вы готовы? Итак, ойдолеучком. Давайте смотрим. Они не ладят с соседями. Да? Соседей должно быть много. И их соседи. Бускельо сынызы уктупалон. Да? Здесь у нас, соответственно, бускельос, йос – показатель множественного числа, ин – это простое склонение, творительный падеж, и изы – это уже указывает, что их соседи. Махнул рукой. Киныз шонпис. Да? Ки – это у нас неотчуждаемая часть тела, которую надо запомнить, что она будет вариант с ин, ин – простое склонение, творительный падеж, и ыз – это лично-притяжательный суффикс, поэтому вместе ки и ныз – это получается творительный падеж, притяжательное склонение. Вы гордитесь своими сыновьями. Пиос сынеды даньячки шкоды. Да, пиос – делаем множественное число, дальше делаем простое склонение, творительный падеж, пиос сын с мальчиками или, да, или с сыновьями. И иды указывает, что вы, ваши сыновья. Да? Он увидел своими глазами. Ас щин мыныз аджиз. Щин, да, как вот я вам напомнила, что здесь просыпается финно-угорская основа М, силме. Да? Поэтому щин мыныз здесь делаем сначала простое склонение, творительный падеж, и дальше добавляем лично-притяжательный суффикс третьего лица, потому что он увидел своими глазами, что естественно, что он не своими. Ага. Мы идем вместе с мамой. Она еным. Да, здесь неправильно, здесь у меня описка, я вам исправлю. Она еным чошманышком. Она еным. Угу. Да, то есть здесь у нас основа без и краткой уже используется анай. Анайным чошманышком. Здесь будет вариант с ен. И потом им, указывающий, что это моя мама. Угу. Дед ушел рыбачить со старой удочкой. Пещатай буш визнанены с чурганы кошки. Да? Визнан удочка заканчивается на твердую ДЗЛНСТ. Поэтому мы добавляем суффикс «н» и дальше суффикс «из», указывает, что удочка дедушкина. Катя сузерезен гын сапегеныс ураме попиз. Здесь у нас, значит, гын сапег валенки. Ен добавляем, потому что г это не твердая ДЗЛНСТ, не однослоговое, не множественное число, не категория неотчуждаемая. Вот. И дальше из указывает, что это сестры сапоги, то есть это ее. Угу. Ну, здесь надеюсь, что вопросов не было, что здесь у вас все получилось. Угу. Мнышком ажвань тышком, да, продолжаем. Итак, посмотрим антипод творительного падежа, это лишительный падеж. Здесь у нас очень легко все строится, в отличие
Угу. Ну, могла быть, да, мама. Мы идем вместе с мамой, да. Здесь могла быть и так, да. Вот. То есть я иду вместе с мамой, было бы она иным чош определенно. Угу. Значит, здесь лишительный падеж, здесь во всех вариантах будет только суффикс «тег». Уже даже независимо от того, глухая, звонкая на конце. То есть это очень удобный падеж в этом смысле. Кинтек, матек, да, уже в вопросе содержится суффикс «тег». Киньостек, маостек, без кого, без чего, как в единственном, так и во множественном числе. Итак, смотрим. Да, возьмем слово пурт, нож. Именительный в простом склонении у нас пурт, нож, без лично притяжательного, то есть в простом склонении этот лишительный пуртек, без ножа. Да, то есть здесь двойная «т» будет писаться, одна «т» относится к корню, вторая относится к суффиксу лишительного падежа «т». Дальше, что у нас происходит в притяжательном склонении? В притяжательном склонении именительный падеж, здесь у нас вариант с потому что твердое «д» залено с «т», пурте мой нож, пурте твой нож и так далее. Это мы с вами уже все изучали. И здесь видите, что у нас во множественном числе здесь играет роль, да, при добавлении притяжательного суффикса играет роль глухая или звонкая на конце. У нас либо пурты, да, или пурцы, потому что «т» глухая, поэтому у нас варианты «ты» и «сы» используются. Вот, в отличие, да, от суффикса «т», который просто добавляется вне зависимости от того, глухая на конце или звонкая. Дальше, что у нас происходит в лишительном падеже, если есть лично притяжательный суффикс, то есть притяжательное склонение? У нас притяжательные суффиксы встают между корнем и суффиксом падежа. Да, то есть в отличие от творительного, который мы сейчас смотрели, где сначала идет падежный суффикс, а потом лично притяжательные суффиксы. Здесь у нас сначала идет лично притяжательный суффикс, то есть фактически мы сначала делаем именительный падеж, да, и потом к нему добавляем суффикс «тег» во всех лицах и числах. Пурте-тег без моего ножа, пурте-тег без твоего ножа, пурте-стег без его, ее ножа, пурт-мы-тег без нашего ножа, пурт-ты-тег без вашего ножа и пурт-цы-тег без их ножа. То есть здесь везде тег. Посмотрим еще другие варианты, да, те же самые слова. Например, пуны, да, пуные моя собака, пуные тег без моей собаки. Да, то есть здесь тоже тег добавляется в конце после лично притяжательного суффикса. Слово пурт мы тоже с вами смотрели. Щин глаз, щинмы мой глаз, щинмы тег без моего глаза или без моих глаз. Да, помним, что парные части тела в удмуртском языке по-правильному должны быть в единственном числе. Щинмы твой глаз, щинмы тег без твоего глаза. И как раз видите, здесь уже «д» на конце, но все равно у нас здесь никакого оглушения не происходит. Щинмыс, щинмыс тег, да, то есть здесь у нас, видите, звонкая и глухая идут рядом. Щинмы наш глаз, щинмы тег без нашего глаза, щинды, щинды тег без вашего глаза, щинзы их глаз, щинзы-тег без их глаза. Множественное число. Куноос, да, куноосы мои гости, куноосы-тег без моих гостей, куноосы твои гости, куноосы-тег без твоих гостей, куноосы его или ее гости, куноосы-тег без ее или его гостей, куноосмы наши гости, куноосмы-тег без наших гостей, куноосты ваши гости, куноосты-тег без ваших гостей и куносы их гости, куносы-тег без их гостей. Щинмы. Здесь, видите, идет совпадение, тут надо будет на контекст смотреть, тут мы не можем двойную «м» писать. То есть щин, мой глаз и наш глаз, он совпадает по написанию.
В одном случае «м» – это из основы «силме», да, а в другом это суффикс притяжательный уже. «Щин-мытек» – без нашего глаза. Да, вот. Да, идет совпадение, просто вот здесь, когда я разбила на притяжательные суффиксы на корень, это видно, что в одном случае это из корня слова, про-финно-угорская основа просыпается, а в другом это притяжательный суффикс уже. Но в письме это будет одинаково писаться, и тут уже контекст нам в помощь. Да? То есть, смотрите, тег независимо ни от чего добавляется к концу слова, либо после притяжательного суффикса, да, в притяжательном склонении, либо к корню добавляется, если это речь идет о простом склонении. То же самое очень легко строится, тоже образуется личное местоимение в этом падеже. Мон, монтек, тон, тонтек, сосотек, мимитек, пипитек, сосостек. Да, то есть просто тег добавляется к личным притяжательным, и все. Да, ЕГВ очень удобный падеж. Дальше, и значений-то у него не так много, да, когда он употребляется. То есть основное это без какого-либо предмета, да. Имбамна шундетек чагыровел, и небо без солнца не голубое. Или без кого-либо, да, без участия кого-либо. Анайтек клиз, остался без мамы. Да. Темпоральное, это мы с вами уже брали. Das минутек подчас, без 10 часов. Да, то есть здесь у нас добавляется и используется, когда говорим о времени, без каких-то минут. То есть вот три основных значения и добавляется без каких-либо проблем. Вот, дальше здесь такие могут быть не синонимичные, но похожие конструкции, либо абсолютно совпадающие. Смотрите, есть суффикс «тек», есть суффикс «тем». Да? Суффикс «тек» – это падежный суффикс, лишительный падеж, а суффикс «тем» – это суффикс образования прилагательных. Например, «шундетем нунал» – это пасмурный день, бессолнечный. «Шундетек нунал» – день без солнца. То есть, по сути, они синонимичны абсолютно, в данном случае разницы нет. И в том случае солнца нет. Да? Шутем пьяш, несчастный мальчик, да, прилагательное. Шулемы шутек узбыр, мое сердце не погибнет без счастья. Шутек без счастья. Да? Здесь уже падеж. Ну, здесь вот я вам предлагаю запомнить на этом фоне такие выражения, как «щинтем плюкан», слепошары, да, ругательство такое. «Щинтем аджи, пельтем кле», слепой увидит, глухой услышит. Да, ну вот не скажет «щинтек» и «пельтек», да, про слепого ты что, без глаз, что ли, да, вот так не скажет, именно скажет «щинтем», слепой, безглазый, да, или пельтем безухий. То есть здесь обычно с лишительным такие конструкции не употребляются. Ну и здесь синонимы для слепого это сукыр, а для глухого это сонгро. Вот. И есть те слова, выражения, которые отличны. То есть вот здесь мы смотрели синонимичные по значению, да, то есть как бы нету никакой разницы. Но есть и слова, где возникает эта разница. Например, уштем, как бы бездельный, да, бездельник. То есть это прилагательное, оно будет указывать значение существительного, это бездельник. Уштем, он уштем, да, это бездельник. А уштем без работы, это уже безработный, когда человек, может быть, и не сидел, не бил баклуши, но у него нет работы, его уволили, например, да. И то же самое разница есть. Дунтен – это дешевый, да, ну, буквально бесценный, можно было бы сказать, перевести, да, прилагательное. И противовес дунтек – без цены, бесплатно. То есть вот
видите, есть где-то, где тег и тем абсолютно идентичны, а где-то употребляться может только вариант с тем, тег не употребляется вот как в слове безглазый, то есть слепой, да, и глухой. И есть третья ситуация, когда есть нюансы, разница в значении между уштег и уштем, между тем и тег. И еще тег – это также суффикс депричастия, который будет указывать на отрицательное действие, да, или сопровождающееся основное действие отрицательное. Для сравнения, да, кинуштег, соняньтег, кто без работы, тот без хлеба. Здесь это у нас падежный суффикс. Ужатег коньдонут башты. Не работай, денег не получишь. И, видимо, вот ничего не делает. То есть тег пукишко – это ничего не делаю. Да? Зависло. Так, ужатег коньдонут башты на этой части слышали еще? Было еще? Или повторить ужатег коньдонут башты? То есть, смотрите, здесь три предложения, да, вот в группе тег, где я вам написала. Кинуштег, соняньтег, здесь падеж. Так, кто без работы, тот без хлеба. Уштег. Мы к корню слова добавили суффикс тег, и это падеж получился. Дальше депричастие. Ужатег коньдон утбашты. Не работая, денег не получишь. Да? Здесь уже И это получается отрицательная идея причастия, не работая. И, видимо, на этом фоне, что вот есть суффикс тег, который отрицательное значение имеет, образовалось выражение тег пукны. Тег пукны или тег увны будет обозначать бездельничать, бездействовать. Или, например, тоже очень удмурты любят отвечать вопрос, да, Кочемаруечко, как твои дела, как ты поживаешь? Да, здесь напоминаю. Удмурты очень любят сказать, да так, потихоньку, тек колен, потихоньку, как бы ничего особенного, тек колен. Вот есть такое выражение, потихоньку, тек колен. Можете себе запомнить типичное удмуртское выражение, когда, ну, как бы и рассказывать ничего не будешь, и вроде бы ничего плохого нет. Тек колен, потихоньку. Такое типичное удмуртское выражение на вопрос, как дела. Умой. Значит, мы начнем мажвань и аспон нады. Надо будет сделать самостоятельно. Значит, смотрите, здесь типаж предложения шейки, неправильное задание вам написала. Здесь абсолютно соответствует предложение, да, то есть здесь строка в строку соответствует. Ваша задача на основе русского предложения, это фразеологизмы, какие-то пословицы, поговорки из удмуртского языка, надо правильные формы поставить. То есть надо, во-первых, падеж. Тут во всех предложениях будет лишительный падеж, и вот в первом предложении тут еще будет один раз встречаться еще и творительный падеж. Вот, то есть ваша задача не очень сложная, добавить суффикс лишительного падежа, чтобы предложения на удмуртском языке имели смысл. И одно предложение в первом, там еще и будет творительный падеж в одном из слов. Итак, ожем ужашком даю вам 1,5 минуты. Здесь не так сложно, лишительный довольно легкий падеж. Ужашком минута над жены. Так,
ойдовый учком, здесь ничего сложного не было. Тут, наверное, вы уже сверх даже, мне кажется, усложнили и добавили притяжательных. Итак, смотрите, на словах через чицу без лодки перевезет. Да? Слово пыш – это лодка, пыштек без лодки, чукчивамен через чицу. И здесь кылыныз, да, подчеркивается, что он на словах, потому что это слова его. Здесь не надо было никаких притяжательных к слову пыш добавлять, просто лодка. Во всех тут вариантах простое склонение было. Надеюсь, что вы здесь не переусердствовали, не добавили притяжательных суффиксов. Дальше. Пилемтек зоре. Буквально дождь без туч. Плакать без причины. Да, пилем туча, тек указывает, что без тучи. Нюэскы пиртеку гмыно. В лес без топора не ходят. Да, тоже тир, топор, пиртек без топора. Толтек писпук вырен. Тут вот сдвинулось. Без ветра дерево не качается. Ну, это, наверное, похоже на нет дыма без огня. Чурыт муртвейш вымызена думтек башты. У скупого и снегу без денег не выпросишь. Да? Чурыт – это вообще твердый. А чурыт-мурт – это про скупых людей так говорят. Чурыт-мурт. То есть твердый человек. Лымызе его снег, да, дунтек бесплатно, без денег. Малкатек кутноут кута, без желания и лапти не сплетешь. Малкатек это еще может быть без настроения. То есть малкат это и желание, и настроение, оба значения есть в зависимости от контекста. Итак, да, то есть мы с вами сегодня посмотрели два падежа. Вот, это падеж, два падежа, которые противоречат друг другу. То есть у нас был творительный падеж, это суффиксы «н», «ен», «ын». Да, то есть здесь сначала мы смотрим это слово неотчуждаемой категории, стоит ли оно во множественном числе. Если один из этих пунктов выполняется, то мы ставим суффикс «ын». Если эти пункты не выполняются, идем дальше. Если заканчивается на твердую «д», то тогда суффикс «н». То же самое касается однослоговых на «у», «ю» и «ын». Я отмечу, что «ю» тоже здесь надо добавить. Если вот эти пункты не выполняются, то в последнюю очередь уже мы добавляем суффикс «ен». Это ко всем остальным согласным и гласным. Ну и есть двойные такие варианты, вы можете их увидеть, но я вам предлагаю выбрать вариант какой-то для их ситуации, да, то есть либо воен-нянь, либо воен-нянь. Мне кажется, что чаще все-таки скажут воен-нянь и селин пирожки, да? То есть вариант с «ын» здесь побеждает в двойных, хотя он как бы не имеет основы, то есть это не множественное число и не неотчуждаемая категория, просто вот их надо запомнить. Да. Притяжательное склонение в творительном падеже образуется таким образом, что сначала мы образуем простое склонение творительного падежа и дальше добавляем лично притяжательные суффиксы «ым», «ид», «ис», «ым», «ид», «из». Здесь опять к вам на помощь приходит вот эта медуза. Дальше местоимения просто запомнить, да, как они образуются. Для лишительного падежа везде ставим суффикс «тек», в простом склонении просто «тек», в притяжательном сначала идет притяжательный суффикс, а потом суффикс «тек». Притяжательные суффиксы у нас никак не влияют на «тек», то есть нету ни звонкой, ни глухой пары, всегда «тек», независимо. Личное местоимение легко запомнить, просто «тек» добавляется к основе. Да? И употребление, значит, у нас, если в творительном было с кем-то, с чем-то, то здесь отсутствие этого предмета. Да? С творительным еще особо запомнить, что это про одежду и про транспорт, да? То, что отлично от русского языка. Умой. И сегодня я хотела бы закончить песней, да, урок ВБД Кырджан. Значит, песня «Улоне шонер паун» буквально переводится как
правильный Павел, Шонер это правильный или прямой. Вот. И что интересно, это удмурт парень из Татарстана, район, который расположен на удаление и не соприкасается с другими, скажем, удмуртами. И такая интересная ситуация была, что во время Первой мировой войны несколько удмуртов военнопленных выступили в качестве информантов для Берната Мункача, венгерского этнографа, который записывал вот от этих военнопленных песни и другой различный фольклор. И как раз вот из той деревни, откуда, ну или не из той, из рядом расположенной деревни, откуда Пау был военнопленный, который там на память рассказал более 200 песен. Вот. И, по сути, вот Бернат Мункач спас им жизни, и что самое любопытное, то есть вот один из жителей как раз вот этого района, это Бавлинский район, да, Бавлинский район Татарстана, их там буквально пару деревень, и вот этот военнопленный, он, попав в плен в Венгрии, он столкнулся с другими удмуртами из других районов, регионов, там из Сарапульского уезда, и еще из каких-то уездов. И он был очень удивлен. Он сказал, что я всю жизнь думал, что вот только 6 деревень – это и есть все удмурты, а оказывается, нас так много. То есть для него, находясь в плену, вот случилось такое открытие, что удмуртов больше, чем 6 деревень, расположенных вот в этом Бавлинском районе. И что интересно, и это вы услышите в ходе песни, это особый диалект удмуртского языка. А самое главное отличие, они звук «с» мягкий произносят не «щ», а «с». То есть они говорят не «щашка», не «яратышко», они говорят яратышко, сяська, то есть вот они говорят такой вариант. Ну и еще некоторые у них там есть нюансы. Вот, сейчас я вам предлагаю послушать эту песню. Да, я свой звук пока отключу, потому что иначе у нас будет эхо, а потом мы вернемся к тексту, посмотрим еще раз. Вот, вот этой песне я хочу вам показать, что в удмуртский язык есть некоторые диалектные варианты. То есть, да, у нас один единый язык, но у нас есть два крупных, скажем, диалекта, северный, да, и южный. И вот к южному относится также периферийно-южный, это удмурты, живущие в Башкортостане, в Татарстане. И у них, конечно, язык под сильным влиянием татарского. Это и в фонетике очень чувствуется, и в наличии слов из татарского, да, очень много. Вот. А, соответственно, в северном варианте очень много русских заимствований. Вот, ну что, давайте послушаем. Напишите мне, когда пойдет звук, все ли нормально. Трактор кошке гүргетса, орами за вами на кораса. Иос кошко армие, ну иос кальо бердеса. Бердеса, ну иос кальо бердеса. Азенали, ой до тонны, кто мы. Азенали, ой до тонны, кто мы. Ой до тонны, ой до тонны, кто мы. Ой до тонны, ой до тонны, кто мы. Манна матай стовал, капка дюба пужьятна. Монно солы, систолы, терка подесе битяна.
Verdisa, no yoskolyo, verdisa. Uy azenali, oy do tonen ektomi. Uy azenali, oy do tonen ektomi. Oy do tonen, oy do tonen ektomi. Oy do tonen, oy do tonen ektomi. Azenali, uy azenali. Так, возвращаясь к тексту, да, ну это один из моих любимых исполнителей современных. Да, у него на самом деле несколько песен, и он есть даже спел какую-то коми-песню, то есть вот для тех, кто коми знает, изучал. Вот, можете послушать про мотивы. Мне кажется, нет, но вообще это удмурты Татарстана, поэтому, скорее всего, тут как бы очень много влияния еще и татарского. Вот, и давайте посмотрим. Мне кажется, это и музыка, и слова, скорее всего, его. И, может быть, вы услышали, почувствовали звуки особые, как он произносит. Трактор, кошки. Вот я сейчас прочитаю, как бы я, да, прочитала как носитель вот северного диалекта или литературного языка. Трактор, кошки, гургеца, урамес, вамен, кораса. Пиос, кошко, армие, ныльос, кыльо, бырдыса. Уй ажин али, ой дотонен эктомы, ой дотонен эктомы. Мы нам атай устовал, капка юбо пужятны. Монно солощ устолуи, чарка пыдес бичаны. Вордскем пале утор гурте. Да, и здесь я вот подчеркнула как раз те слова, которые у него звучат вот очень диалектно. Трактор кошки гыргеца, да, то есть вот он у-звук произносит ü, да, оглубленно, это, мне кажется, что это все-таки влияние татарского явное. Урамез, вамен, кораса, здесь вот суффиксы са, это все деепричастие. Как, каким образом, это очень часто деепричастие в удмуртском языке, прям очень часто встречается. Пьос, да, он произносит, то есть множественное число, да, мы после гласных добавляем ос, но очень во многих диалектах, наречиях используется вариант йос, пьос, да, как будто ставят и краткую йос, добавляют пьос, кошку, армие, мальчики уходят в армию, ныльос, вот здесь он не помнит, то ли он ныльос говорит, то ли ныльос, очень часто здесь тоже ныльос, говорят, смягчают. Кыльо бырдыса, тоже более оглубленно вот это звук бырдыса. Девочки остаются плача. И үй, да, то есть он тоже произносит оглубленно үй, азин али. И вот это тоже зин как раз, то, что вы слышали, вот как... да, здесь... если одна «л» была бы, они бы оставались, да, правильно. Я даже у него это переспрашивала, он сказал, что они лежат, да. Хотя мне это показалось страшно, да. Ой, страшно, странно.
үй азин, то есть вот здесь тоже з, они не смягчают, з произносят, да, удмурты бы ажин произнесли, живущие в Удмуртии ажин, а они азин, как и щашка, сяська они произносят. Ну, это, конечно, является поводом, что они очень часто стесняются говорить на удмуртском, потому что жители Удмуртии, ну, удмурты, да, начинают хихикать, что это вы так разговариваете на русский лад, хотя это их особенности в диалекте. Ой, дотонене, кто мы, давай с тобой потанцуем. Мы нам атай устова, да, тоже и углубленно. Мой папа был молодец. Здесь я тоже спросила, почему не атае, да, правильно было бы атае. Он говорит, ну, он задумался. Вот, возможно, что здесь вот удмурты Башкортостана почему-то очень часто в первом лице опускают притяжательный суффикс. То есть они говорят «мынам атай». Ты над атает, но «мынам атай». Почему-то в первом лице бывает, что опускают притяжательный суффикс. Возможно, что здесь тоже так, но вот Павел не смог это объяснить. Говорит, может быть, просто вот на ритмику уложилось лучше «мынам атай». Капка юбо пужьятны. Пужиятыны, здесь вот съелся пужиятыны, было бы правильно, да, как бы если бы писали на литературном языке. И он тоже капка юбе как-то вот так произносит, то есть тоже еще как-то более огубленно. Капка – это ворота, юбо – это столб. Монно солощ устовуи, я стал лучше его, да, вот, это сравнительная конструкция. Лучше его усто, это умой, джечь, это все синонимы слова «хорошо». Тярка че произносит как че. Тярка пыдес, как-то бичаны тоже немножко с диалектным было у него звучанием. Пыдес – это дно. Пыдес – это дно ноги, это стопа. Кипудес – это вот дно руки, это вот ладонь, внутренняя сторона. Вордскем пале, ну вот здесь тоже пале, да, пал – это половина. Здесь было бы полы, да, ну, опять-таки тут тенденция к упрощению, что вот эти неотчуждаемые категории, она постепенно уступает уже формам Н и Е, и Е, да, то есть чтобы однообразие было, чтобы не задуматься, язык стремится к упрощению. Вот с кем пале утор гурте, моя родная сторона, деревня Утор. Да, то есть вот шонер пау, запоминайте. На следующем уроке мы возьмем еще одного современного исполнителя, тоже его очень люблю. Есть Иван Белослудцев, может быть, вы слушали, и Морт есть вот еще тоже, ну, скажем так, тройка моих, наверное, самых любимых современных исполнителей. Вот. И, значит, гурте уж. Домашнее задание ваше будет. Значит, я вам пришлю стих, где будет и творительный падеж, и повелительное наклонение. Вот, ваша задача будет послушать этот стих. Сам стих я с пробелами вышлю. То есть вы первый раз послушайте и попробуйте распознать, что за слова тут пропущены, а потом уже сами себя перепроверите, стих в полной форме будет. Вот. И если увидите, там вам YouTube выдаст еще несколько таких же стихов, когда деятели удмуртского искусства читают популярные или там классические стихи удмуртские просто для, скажем так, для навыка аудирования, просто для прослушивания красивой удмуртской речи. Можете послушать эти стихи, если будет время и желание. То есть вот первое, это нам будет послушать стих, потом я вам пришлю упражнение на творительный решительный падеж, да, тоже на самопроверку, и послушать диалог тоже из учебника Мармыша. Перевод к диалогу я пришлю, то есть вы сначала посмотрите, послушайте диалог, просто на восприятие, да, там какие знакомые слова, конструкции встречаются, а потом сами себя перепроверьте по переводу. Вот, кто прислал домашнее задание, я вам
проверенном виде отправлю с комментариями. Хорошо? Таубаджим, спасибо большое. Арняулсан, через неделю Тачейк Дрем в это же время. Сижим часе пумещком, встретимся. И да, не помню, что я вам там запланировала, но что-то запланировала, но песня точно будет, и тоже будет современная. Туала Удмурт Кырджан. Таубаджим, дечуэ пумещку дождь.